Именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим в день суда. Зейн ибн Аслам рассказал со слов своего отца: «Однажды я отправился вместе с повелителем правоверных Умаром ибн Аль-Хаттабом на лавовые поля в Акым. Добравшись до Сырара, мы увидели вдалеке огонь. Умар сказал: «Пойдем, посмотрим. Возможно, это путники, которым негде переночевать или укрыться от холода». Мы поспешили к тому месту и увидели женщину с детьми. Они сидели у котла, под которым горел огонь. Услышав, что дети плачут, Умар сказал: «Мир вам, о обладатели света!» Он не хотел говорить «обладатели огня». Женщина сказала в ответ: «И тебе мир». Умар спросил: «Могу я подойти?» Она ответила: «Если ты пришел с добром, то подходи, а иначе оставь нас». Он подошел к ней и спросил: «Что случилось с вами?» Она ответила: «Ночь длинна и холодна». Он спросил: «А от чего плачут дети?» Женщина ответила: «От голода». Умар спросил: «А что в котле?» Она ответила: «Вода. Так я успокаиваю их, пока они не заснут. Да рассудит Аллах между нами и Умаром». Умар воскликнул: «Да помилует тебя Аллах, откуда же Умару знать о вас?» Она сказала: «Он распоряжается нашими делами и не знает о нашем положении». После этого Умар повернулся ко мне и сказал: «Пойдем». Мы поспешили к хранилищу продуктов. Он взял мясо и муку и сказал мне: «Подними мешок и положи мне на спину». Я сказал: «Я понесу его вместо тебя». Он повторил свою просьбу дважды и трижды, и каждый раз я говорил: «Я понесу его вместо тебя». Наконец он сказал: «А сможешь ли ты понести бремя моего греха в судный день?» Тогда я помог ему поднять мешок, и он понес его, а я последовал за ним. Мы быстро дошли до того места, где сидела женщина с детьми. Он поставил мешок возле нее, затем достал немного муки и сказал: «Сыпь, а я буду размешивать». После этого он принялся раздувать огонь под котлом, а у него была большая борода, и я стал глядеть на огонь сквозь его бороду. Когда еда была готова, он снял котел с огня и сказал: «Дай мне какую-нибудь посуду». И она подала ему миску. Он положил в нее еду и сказал ей: «Корми детей, а я положу вам еще». И он наполнил миску до тех пор, пока дети не насытились. После этого Умар оставил ей все, что осталось от муки и мяса, и поднялся, собираясь уходить. И я поднялся вместе с ним. Женщина стала повторять: «Да вознаградит тебя Аллах, ты намного лучше повелителя правоверных». Умар сказал ей: «Говори благое. Когда придешь к повелителю правоверных, ты найдешь меня там, если будет на то воля Аллаха». После этого он отошел от нее и лег так, как обычно ложатся звери. И я стал говорить ему: «Поистине, у тебя есть другие дела». Однако он ничего не отвечал мне. Потом я увидел, как дети начали играться и смеяться. Когда же они устали и уснули, Умар поднялся, восхваляя Аллаха, после чего повернулся ко мне и сказал: «О, Аслам, поистине голод не давал им спать и заставил их плакать, и мне не хотелось уходить, пока я не увижу то, что я увидел».